уважаемые коллеги! Рада приветствовать вас на нашем очередном заседании Республиканского методического объединения учителей иностранного языка. И сегодня мы проанализируем результаты ЕГЭ 2020 года, проанализируем также типичные ошибки, обратим внимание на те рекомендации, которые дают председатели ЕГЭ, с тем, чтобы избежать в дальнейшем тех порой вот таких совсем глупых ошибок, которые допускают наши выпускники. И зачастую эти ошибки происходят из-за незнания формата самих контрольно-измерительных материалов. Но до начала у меня есть два объявления. Первое объявление касается завтрашнего воркшопа. Завтра у нас в 15:00 состоится воркшоп с участием Эльвиры Агляевны Каганцовой, которая будет представлять интерактивное пособие о Республике Коми на английском языке. И в этом пособии собран интересный, вот в такой увлекательной игровой форме материал об особенностях Коми-земли, о ее великих людях, богатствах, фауне, традициях, ну и все то, что касается вот такой этнокультурной направленности. И мы приглашаем всех, кто интересуется, кто любит английский язык, на это событие. И я прошу тоже пригласить ваших коллег, те, которые вот не получили по какой-то причине объявления, и вы можете на нашем сайте Института развития образования увидеть ссылку, которую вот вы сейчас видите на экране, перейти по ней и зарегистрироваться. Посмотрите, пожалуйста, в новостях, в анонсах событий на сайте нашего Института развития образования. И второе объявление, которое нас попросили сделать наши партнеры, это Московский городской педагогический университет. Я надеюсь, что все получили рассылку с напоминанием о том, что 14 декабря стартовали олимпиады по иностранным языкам, и регистрация, получение заданий заканчивается 22 февраля. И я прошу всех тех, которые еще не включились, но имеют возможность, имеют желание поучаствовать. Вы видите на слайде, какие хорошие условия победителям, призерам этих олимпиад. Да, это поступление вне конкурса. Обращу ваше внимание, что эта олимпиада входит в федеральный перечень олимпиад. Поэтому участие приносит и учителям такие же бонусы, как вот и Всероссийская олимпиада. Спасибо, это сегодня все объявления, и непосредственно мы переходим к анализу результатов ЕГЭ. Начну я. Татьяна Дмитриевна Поликарпова, я являюсь председателем комиссии предметной по французскому языку нашей республиканской. И прежде чем перейти, собственно, к освещению этого вопроса, я отвечу на тот вопрос, который у нас поступил в чате. Уважаемые коллеги, задавайте вопросы, я буду отвечать. Конечно же, мы коснемся, как раз предполагалось, вы уже забегаете вперед, на следующем заседании Республиканского методического объединения непосредственно коснуться вопросов развития функциональной грамотности на уроках иностранного языка. Это действительно очень важный вопрос, он актуальнейший на сегодняшний момент, потому что да, и он, кстати, связан непосредственно с теми типичными затруднениями,
во многом, да, связан, которые наши ученики показывают на ЕГЭ. Я об этом буду в своем выступлении упоминать, потому что ряд ошибок связан как раз с недостатком метапредметных умений и с недостатком развития как раз функциональной грамотности наших учеников. Ну и мы с вами приступим. Я, наверное, тоже, да, могу регулировать. Угу, спасибо. Я сейчас, извините, отрегулирую мышку. Вот, попала. В Республике Коми количество выпускников, которые, такая сначала общая информация будет представлена, я не буду слишком отнимать ваше время на какие-то общие, но вот такие интересные факты, связанные с участием выпускников в ЕГЭ по французскому языку, будут представлены. И, как я уже начала говорить, что количество выпускников в Республике Коми, вот тех выпускников, которые выбирают французский язык, традиционно немногочисленное, оно где-то в пределах 10 человек, и за последние 3 года ситуация кардинально не изменилась. В 2020 году вы видите, что сдавало чуть больше, чем в предыдущие 2 года, 11 человек. А по гендерному составу традиционно, традиционно превалируют девушки. И опять же 2020 год в этом отношении не стал исключением. Из 11 человек 10 девушек выбрала ЕГЭ по французскому языку. И если мы посмотрим распределение по территориальному признаку, да, по муниципалитетам, то опять же традиционно большинство выпускников из Инты, поскольку там находится единственная гимназия с углубленным изучением французского языка, и она традиционно нам представляет большинство выпускников, которые принимают участие в ЕГЭ по французскому языку. В прошлом году один ученик был из Усинска, из Ударского района, и один прибыл из другого субъекта Российской Федерации. И если мы обратимся к сравнительному анализу результатов ЕГЭ последних лет по французскому языку, то можно сказать, что наши выпускники демонстрируют очень стабильные результаты. В этом году наблюдается незначительное снижение среднего балла по сравнению с 2018, с 2019 годами. В этом году 68,2, в прошлом году 73,6 на десятых, и вот 2018 в этом отношении был наиболее продуктивным. Наши выпускники в 2018 году показали 79,5 средний балл. Но опять же хочу сказать, что такое снижение результата в этом году, оно в том числе обусловлено сложной ситуацией, связанной с коронавирусом и с дистанционным обучением. И, конечно же, дистанционное обучение зачастую не позволяет выявить частные вот такие затруднения учеников в подготовке к ЕГЭ. То есть, кажется, вроде бы все поняли, а по уже результатам видно, что есть какие-то затруднения. И нужно сказать, что в 2020 году 25%, 3 участника, да, что составило 25% от общего количества сдающих ЕГЭ по французскому языку, набрали выше 80 баллов. То есть это достаточно
хорошее такое количество. 4 выпускника в пределах от 61 до 80 баллов и такое же количество, то есть 4 ученика от 40 до 60 баллов. То есть, как я повторюсь, уже наши выпускники по французскому языку показывают достаточно стабильные и высокие результаты. Что касается содержательного анализа ЕГЭ по французскому языку 2020 года, то здесь нужно отметить, что наиболее успешно наши выпускники справляются с заданиями раздела «Говорение». То есть говорению мы уделяем достаточно повышенное внимание, и поэтому наши выпускники в этом плане более успешны, чем по другим разделам, или, которые соответствуют другим видам речевой деятельности. И вот в разделе говорения средний процент выполнения составляет от 60 до 100%. То есть очень высокий такой результат. Вот несколько ниже в процентном соотношении успешность выполнения заданий грамматика и лексика где-то в пределах 60%, не выше 60%. Однако здесь, наверное, следует отметить, что отдельные задания разделов вызвали повышенные затруднения. И такие затруднения были вызваны у значительного количества выпускников. Например, заданием 18 раздела «Чтение» справились только 36,36% выпускников. И, наверное, нужно отметить, что данное задание направлено на полное понимание информации в тексте. В частности, выпускникам предлагалось выбрать правильный ответ из 4 возможных. В разделе «Грамматика и лексика» наибольшее затруднение вызвало задание 22. И это задание традиционно связано с современными формами. И здесь по контексту нужно было образовать форму третьего лица единственного числа настоящего времени, я подчеркну, глагола «appelé». Самый простой базовый глагол, который мы начинаем изучать с первых уроков, потому что первое, что мы делаем, мы знакомимся. И нужно сказать, что только 9% всех выпускников, то есть из вот 11 наших выпускников, справились с этим заданием. Из них вот те выпускники, которые набрали больше 81 балла, и только вот среди этих выпускников треть справилась. Даже сильные ученики допустили в этом простейшем глаголе ошибки. Я прошу все-таки вот на такие базовые вещи обращать повышенное внимание. В разделе «Письмо» наибольшее затруднение вызвал критерий 4, задание 40-го, то есть это сочинение с элементами рассуждения, где проверялись грамматические навыки. То есть критерий 4, вы помните, связан с проверкой грамматических навыков. И с данным критерием справились только 27% наших выпускников. Но, наверное, я скажу, что выборка очень мала, все-таки 11 учеников, да, они не дают такой, ну, скажем, уж слишком правдивой картинки, но тем не менее, да, вот мы можем делать какие-то выводы.
Поскольку, вот я уже повторюсь, да, наша выборка мала, и о типичных в данном случае затруднениях достаточно мне сложно говорить, поскольку вот в большинстве своем эти все затруднения носят такой личный, да, характер, индивидуальный характер. Поэтому я скажу о тех, наверное, ошибках, которые повторяются у нас достаточно часто. И, к сожалению, я могу констатировать, что не улучшается по сравнению с предыдущими годами ситуация. Ну, например, о чем я хочу сказать. Задание 39, личное письмо, это задание базового уровня. Мы все это прекрасно понимаем. И в задании 39 поставлена коммуникативная задача. Правильно оформить личное письмо, написать ответы на 3 вопроса, которые вот заданы в письме ситуации, в стимульном письме, как мы это говорим, задать свои 3 вопроса по предложенной теме. Ну и, безусловно, необходимо при всем при этом соблюдать нормы оформления языкового высказывания. Все экзаменуемые, вот все 11, то есть 100% справились с заданием, но при этом встречались до боли обидные ошибки. Вы видите на слайде, да, то есть вот в этом году таких ошибок было достаточно много. Я вот в принципе давно не встречала первый тип ошибок, да, со словом beaucoup de, с количественными словами. Обычно у нас все очень четко, но в этом году с количественными словами ошибок было допущено достаточно много. Вызвали затруднения у учеников формы passé composé, imparfait, глаголов всех групп. Я даже тут не буду отдельно останавливаться. Посмотрите, пожалуйста, по стимульному письму этого года, и вы увидите, какие глаголы там встречались. Также согласование частицы возвратных глаголов с личными местоимениями. Ну, например, в такой, опять же, очень простой фразе «je me promenais», что только не было написано. Да? То есть частица, как правило, употреблялась в третьем лице единственного числа, но вот что недопустимо, конечно, в данном случае. Спряжение глаголов, ну, традиционно, конечно, наши сложные глаголы третьей группы, согласование времен по-прежнему вот вызывает затруднения у выпускников. И в этом году достаточно много ошибок было допущено на согласовании прилагательных с существительными, а также место прилагательного при существительном. Я, конечно, понимаю, что многие наши ученики имеют в арсенале еще и английский язык, и поэтому вот тут идет сбой, да, вот очень часто применяются недопустимые для французского языка нормы местоположения, да, одних частей речи при других, которые присущи нормам английского языка. И, наверное, здесь еще остановлюсь немного, вот буквально несколько слов на задании 40. И в этом году, как и, собственно, в предыдущий год, встречается в основном такая неточность, такое несогласование с требованиями, которые предъявляются к этому заданию, как употребление лексики и грамматических конструкций в основном очень базового уровня. А мы помним, что задание 40 относится к высокому уровню сложности, что подразумевает использование сложных видов временных грамматических конструкций, богатого лексического запаса,
разнообразных, в том числе сложных, средства логической связи, которые соответствуют уровню B2 в международной классификации. У нас в основном уровня А были вот сочинения с элементами рассуждения. Что касается раздела говорения, то в этом разделе допускались те же самые лексико-грамматические ошибки, как и в письме, ну, что, собственно, неудивительно. И при этом наблюдались вот типичные для говорения фонематические ошибки, ну, вот, которые характерны для устной речи. Например, непроизнесенные носовые звуки и наоборот, произнесение носовых звуков в словах, где они вот вообще не содержатся. В этом году несколько учеников вот очень в нос произносили, да, в слове «personne». То есть у нас ушло на носовой. Ну и оглушение конечных согласных. С этим мы пытаемся бороться, наверное, ежедневно. Но вот тем не менее пока не всегда это успешно. Вот, например, в этом году je trouve произносили как je trouve. Все, вот очень многие, по крайней мере. Ну и здесь я остановлюсь на тех рекомендациях, которые касаются в основном тех заданий, которые мы проверяем в комиссии. То есть это задания, которые такого продуктивного, да, плана. Ну, например, что касается раздела «Письмо». Мы вот всегда говорим о том, что на уроках французского языка наших учеников важно вооружить стратегиями, которые относятся к построению письменного высказывания. Причем письменного высказывания разных типов, в том числе личного письма, письменного высказывания с элементами рассуждений. А над письмом личного характера, при работе над письмом личного характера важно обращать внимание на ряд аспектов. При этом не следует забывать, что письмо представляет собой продукт письменной речи неформального характера, и при его написании должны соблюдаться формулы речевого этикета, которые приняты в стране изучаемого языка. И также должны соблюдаться правила написания письма, которые во франкоязычных странах достаточно четко сформулированы и оформлены. Какие эти правила? Да? То есть они типичны, в принципе, для, наверное, всей западной письменной культуры, но тем не менее вот мы сейчас конкретно говорим о франкоязычном, да, характере написания личного письма. То есть адрес пишущего и дата написания, я напоминаю, указывается в правом верхнем углу страницы. И на экране, на слайде вы видите пример двух возможных написаний. Оба принимаются. Обязательно должно быть указано место, да, то есть это город, населенный пункт и дата. То есть адрес – это вот такое название условное. Это только название населенного пункта. Больше ничего не нужно здесь указывать. И в данном случае это все на одной строчке, да, это такая традиция. И письмо обязательно начинается с обращения, и обращение должно стоять слева на отдельной строке, и после обращения, уважаемые коллеги, мы из года в год одно и то же повторяем.
после обращения ставится запятая. Ну, не нужно ни восклицательных знаков, ни еще каких-то, вот я не знаю, возможных, иногда ничего не стоит, а должна стоять запятая. Не нужно никаких бонжура, салю и так далее. Это тоже не является нормативом для написания личных писем согласно вот как раз традициям франкоязычного написания. Только обращение и запятая. В начале письма необходимо сослаться на предыдущий контакт. Я выделила не случайно жирным предыдущие контакты. Что является предыдущим контактом? Слова «всегда», «последний», «новый», твое новое письмо. Это нас отсылает к тому, что уже до этого контакт был. Ну, например, да, вы видите на слайде. Je suis toujours content d'avoir de tes nouvelles. Je suis content de recevoir ta lettre, ta nouvelle lettre, pardon. Ta dernière lettre m'a beaucoup surprise. Ton message тут должно было быть еще, да, но вот поэтому не удивляйтесь, что сюрприз указано. Пропустила, да, ton message, ton dernier message. Вот в данном случае это ссылка на предыдущие контакты. И в дальнейшем автор благодарит за полученное письмо, merci pour ta lettre и так далее. Вот если бы наш ученик написал, вот здесь я не привела этот пример, но я его озвучу, merci pour ta dernière, pour ta nouvelle, pardon, lettre, вот здесь можно убить двух зайцев, да, потому что будет и ссылка на предыдущие контакты, и ссылка на то, что это новое письмо. Значит, что уже были какие-то письма. Такое возможно, поэтому это не есть, вот скажем, единственный вариант, но тем не менее такое возможно. Здесь важно обращать внимание, что благодарность за полученное письмо не является ссылкой на предыдущие контакты. Я сделала вырезки из писем, из двух писем, но, уверяю, их было больше. Может быть, кто-то из учителей узнает по почерку своих учеников, но это вот такое небольшое здесь фрагментарно представленное письмо. Я как раз показываю пример неудачного решения коммуникативной задачи. Тут один аспект, а именно ссылка на предыдущие контакты не будет учтена. Что пишет ученик? Merci pour ta lettre. Есть благодарность за полученное письмо. С этим мы не спорим. Но еще раз, то, что указала в предыдущем слайде, благодарность не является ссылкой на предыдущие контакты. Вот и следующая фраза «Je suis désolé», я именно цитирую ученика. Мы сейчас не обсуждаем здесь его языковые неточности, все уже это обсудили, да, то есть мы уже баллы выставили. Мы сейчас именно обращаем внимание на нерешение одного аспекта коммуникативной задачи. Je suis désolé de ne pas avoir pu t'écrire. Это не является ссылкой на предыдущие контакты. Он может быть впервые, ну, как друг по переписке получил это письмо, да, то есть впервые. И вот не сразу он ответил. Нет здесь ссылки на предыдущий контакт. Есть благодарность, но нет ссылки. Уважаемые коллеги, пожалуйста, у вас сохранится эта запись, эта презентация
Обратите, пожалуйста, внимание вот в предыдущем слайде на то, что является ссылкой на предыдущие контакты. Еще и второй, да, вот я пример тут привожу, опять же, неудачный, где нет ссылки на предыдущие контакты. Опять же, ученик благодарит, merci pour ta lettre, je suis très content de le recevoir de toi. Опять же, мы тут не обсуждаем сейчас языковые неточности, мы говорим лишь о том, что здесь нет ссылки на предыдущие контакты. Орфография, вы видите, что сохранена, и в работах учеников не исправляются. Мы работаем всегда с копиями, да, вот, то есть мы работаем с копиями. Еще раз, мы должны очень четко понимать, что является ссылками на предыдущие контакты. И, наверное, мы прекрасно должны понимать, что в основной части личного письма должны раскрыться все аспекты, которые указаны в коммуникативном задании. В отдельном абзаце, как правило, мы оформляем ответы на вопросы письма ситуации. В другом отдельном абзаце задаются вопросы по указанной теме. Ну вот и таким образом соблюдается вот это деление на абзацы. Тоже вот логика оформления и так далее здесь будут присутствовать. В конце письма следует объяснить причину, почему автор заканчивает письмо. Это в качестве рекомендации, да? Упомянуть о дальнейших контактах, а это уже обязательно предпоследняя фраза. И завершающая фраза письма должна стоять на отдельной строке. Ну и, конечно же, завершающая фраза у нас зависит всегда от близости, от степени близости автора, адресата. После нее всегда ставится запятая, и возможная фраза здесь тоже на слайде присутствует. Это может быть и bien sincèrement, cordial salutation, cordialement, sincère amitié, amicalement, je t'embrasse, avec mes meilleurs sentiments, avec mes souvenirs les meilleurs, avec toute ma sympathie, etc., etc. То есть и любые другие. Но опять же, не забывайте, что это формальный стиль, здесь не должен присутствовать высокий у нас, да, вот такой официальный стиль. И, конечно же, последнее – это подпись автора. И она всегда тоже на отдельной строке и только имя. И после, кстати, имени никаких знаков у нас не ставится. Ну, не секрет, да, вы знаете, что если ученик поставит то это точку, то это не будет ему засчитано, хотя это в качестве какой-то потенциальной ошибки, хотя это не является, опять же, традицией оформления личного письма во франкоязычных странах. То есть вот такие рекомендации хочется дать при написании личного письма. Ну и здесь кратко представлено, вот, собственно, оформление личного письма. На что нужно уделить внимание при работе над сочинением с элементами рассуждения? Наверное, прежде всего, это то, о чем я уже сказала выше, что это задание относится к высокому уровню сложности, строится по определенному плану, и введение, например, выделение проблемы в введении, да, то, что вот мы обычно говорим, мы обращаем внимание на то, что необходимо перефразировать предложенный проблемный вопрос. Именно это будет выделение проблемы. Каждый абзац должен начинаться с ключевой фразы, то есть тезис, который потом, собственно, и будет разворачиваться. Деление на абзацы обязательно. Должны быть в сочинении аргументы, которые будут развернуты, а также средства логической связи. При написании сочинения должен соблюдаться нейтральный стиль,
не разговорный, не формальный, а это значит, что разговорные слова и фразы не поощряются. Введение, заключения должны быть приблизительно равными по объему, аргументы в защиту своей и другой точек зрения также должны быть сбалансированными, и оптимальным в данном случае считается количество, наверное, из 2-3 аргументов. И соответствующие абзацы, они тоже приблизительно равны по объему. Опять же, не забывайте, что это все в качестве рекомендаций, и где-то, конечно же, может быть как-то проигнорирована какая-то из этих рекомендаций, но тем не менее в большинстве своем все-таки следует выстраивать и обращать внимание на вот эти рекомендации, которые у нас в стратегии выполнения заданий раздела «Письмо», говорение, которое опубликовано на сайте ФИПИ. Ну и вот то, что, опять же, на что обращать внимание? На обогащение средств, на недопустимость участников в разделе «Особенно говорение» читать текст, который они сформулировали, написали при подготовке к устному ответу. На что еще хотелось бы обратить внимание? На то, что необходимо все-таки уделять внимание также и развитию какой-то общей культуры учеников, потому что все то, о чем мы с вами говорили, все те особенно развернутые высказывания, продуктивные высказывания, они требуют какого-то такого расширенного культурного кругозора учащихся. И, к сожалению, в последнее время наблюдается пробел в метапредметных умениях, навыков выпускником. И здесь проверяется все-таки умение работать с информацией, искать запрашиваемую информацию. И все это связано как раз с познавательными, метапредметными навыками, умениями, учебными действиями. И отсутствие их приводит к таким не очень хорошим иногда результатам. И, наверное, подводя итог всему вышесказанному, хочется сказать, что контрольно-измерительные материалы экзаменационных работ имеют аутентичный характер, практикоориентированный, метапредметный и социокультурный. Следовательно, нужна практика учеников, серьезная, практика учеников в слушании, говорении и письме на французском языке. Спасибо вам за внимание, и я хочу передать слово Ольге Юрьевне Шибаевой, председателю республиканской предметной комиссии по немецкому языку. Я думаю, что нормально все будет, я сама. Добрый день, уважаемые коллеги. В очередной раз мы отчитываемся перед вами за наших с вами детей, которые приняли участие в едином государственном экзамене по немецкому языку. В принципе, здесь с коллегами по всем иностранным языкам. А я представляю такую главу, скажем так, как немецкий язык. По немецкому языку, в общем-то, также ежегодно принимает участие небольшое количество детей. И вы видите, представлено на слайде, по сравнению с 2018 годом количество увеличилось всего на 2 выпускника. То есть в последний год, в 2020 году принимало участие 11 человек, в прошлом году это было 10, позапрошлом 9 человек. Почему-то у меня там 0 стоит, странно.
Ну ладно. 9 человек было все-таки. Если мы посмотрим по учреждениям образовательным, то в последний год, в 2020 году, было из 11 человек 9 человек участники, выпускники школ с углубленным изучением ряда отдельных предметов. Один ученик был из лицея, и республиканский лицей при СГУ. И один человек представлял среднюю общеобразовательную школу. Если мы посмотрим по территориальному делению нашей республики, то получилось у нас такой итог получился. 8 человек представляли Сыктывкарскую среднюю общеобразовательную школу с углубленным изучением немецкого языка, также общеобразовательную школу, среднюю общеобразовательную школу с углубленным изучением отдельных предметов представлял один ученик города Ухты. Один выпускник был из Усть-Цильмы, Усть-Цилимская средняя общеобразовательная школа, и один выпускник был из Коми-республиканского лицея при СГУ. Какие наши выпускники показали результаты? Вот оказались у нас следующие. В 2020 году, скажу так, к сожалению, это первый год, когда у нас появился один выпускник, не преодолевший минимального балла. Средний балл составил несколько ниже в этом году по сравнению, как-то вот он у нас снижался, вы видите, да, на картинке. Если в 2018 году средний балл был 74, в 2019, ну, практически 74 он составлял, то по итогам 2020 года он был 65, где-то целых 45. Уменьшилось у нас также количество выпускников, которые получили баллы от 81 до 98. Если в прошлом году их было 4, в этом году их составило один человек был такой. И, в общем-то, уже становится, к сожалению, не очень такой положительной традицией. 100 бальников у нас по нашему предмету не получилось, к сожалению. Анализ результатов. Анализ результатов в сравнении, если мы сравним по школам и по административно-территориальным единицам, получается такой. Ниже минимального набрал у нас выпускник из Ухты, из средней общеобразовательной школы с углубленным изучением ряда предметов. И вот все здесь 100%, и на этом мы сели, к сожалению. Очень хороший результат показал выпускник из лицея, республиканского лицея при СГУ. У него 100% при баллах от 81 до 99. Хороший результат традиционно уже показывают выпускники Сыктывкарской школы с углубленным изучением немецкого языка. Здесь 87,5% выпускников набрали баллы от 81 до 90. И от минимального до 61 выпускник, что составило 12,50. И также всего один выпускник Усть-Цилимской средней общеобразовательной школы, и у него получилось от минимального до 60 баллов, поэтому здесь вот составляет результат 100%.
Вот такую картинку в цифрах я сегодня вам представляю. И что касается также такого числового, что ли, отображения наших результатов, ну, все равно наших результатов наших выпускников, что касается по структуре, также традиционно наш экзамен состоял из письменной части, которая включала в себя аудирование, чтение, грамматику, лексику и также письмо, и устной части. Вот здесь представлено, я сделала такую сборный анализ на этой таблице, я показала, где очень хорошо видно, что в сравнении с прошлым годом, с 2019 годом, результаты по аудированию у наших выпускников получились выше, значительно, ниже. Вот я выделила красным цветом на картинке то, что показывает снижение результата, и синим цветом у меня выделено в сравнении увеличение результата по тому или другому виду деятельности. Ну, давайте мы посмотрим по аудированию. Средний результат за выполнение заданий раздела аудирования у выпускников получился, как я уже сказала, немного ниже, чем в прошлом году. За задание 1 базового уровня также результат получился у нас ниже, да, но зато интересная такая у нас тенденция, сейчас мы проследим с вами, за задание высокого уровня, повышенного уровня, там, где нужно было, нет, все-таки высокого уровня сложности, там, где нужно было выпускнику сделать множественный выбор, у нас результат улучшился, да, намного даже лучше стал. Если в прошлом году он составлял 54, скажем, в среднем, то в этом году он составил почти что 81%. Что касается чтения, средний балл по чтению, ну, неплохой, скажем так, в общем и целом, так же, как и в прошлом году, он составляет 73%, а в прошлом году он составлял 79%. Ну, довольно-таки высокий процент выпускников справляется с этим заданием. И что мы видим по выполнению заданий базового уровня по чтению, результат у нас здесь ниже по сравнению с 2019 годом на 7%, хотя тоже неплохой, 82% он составляет, да. Задание 11, скажем так, вторая часть задания по чтению, повышенный уровень уже. Здесь тоже несколько ниже средний результат у нас получился. Если в прошлом году он составлял 93% в среднем, то в этом году 80%. Вот у меня красным цветом тоже это отмечено. И если мы посмотрим на третью часть выполненных заданий по чтению, это уже высокий уровень, задания высокого уровня. Здесь опять так же, как и по аудированию, мы видим, что результат этого года выше, нежели результат прошлого года у выпускников. Незначительно, на 4% где-то в среднем, но вот получается, что высокие задания с высоким уровнем сложности в этом году ребята выполнили выше с показателям прошлого года и даже по показателям, казалось бы, базового и повышенного уровней. Что касается лексики и грамматики, то здесь мы видим опять-таки результаты в этом году несколько ниже, чем в прошлом году. И опять, если мы посмотрим по выполнению заданий,
базового уровня и повышенного уровня везде идет тенденция, к сожалению, снижения. Но в общем и целом надо сказать, хочется подчеркнуть, что больше, наверное, каждый год у нас идут такие рекомендации, больше внимания нужно уделять тренировке лексико-грамматического материала, в употреблении лексико-грамматического материала. И почему это важно? Лексико-грамматические навыки и умения являются фундаментальной базой немецкого языка и обуславливают свыше 40% успешности всего тестового испытания. Лексика-грамматика здесь выделена у нас в отдельный раздел, а ее учитываем мы также при проверке письменного задания и устного ответа учеников. И поэтому, конечно же, учителя должны тщательно тренировать обучающихся по использованию лексики и грамматики на текстах актуального содержания. Нам, наверное, нужно больше обратить внимание на то, как дети пользуются словарями, чаще привлекать использование словарей, справочников, интернет-ресурсов для того, чтобы дети улучшали свои фоновые знания по языку, языковые, и получали какой-то определенный социокультурный опыт. Что касается письменной части и устной части, вот я их вынесла отдельно, потому что раздел «Письмо» и раздел «Говорение», они предполагают ответы учеников развернутого характера, скажем так. И здесь мы видим, что результаты по письму в целом, как по письму личного характера, так и по сочинению с элементами рассуждения уменьшились. Общий средний балл у нас снизился. Но что касается письма, мы видим, что то здесь у нас выше, чем в прошлом году получились, да, хотя, в общем-то, результат и в прошлом году был неплохой, он составлял 65% в среднем, и в этом году он составил, нет, наоборот, в этом году 65, а в прошлом году 63, да, в среднем. Ну, а что касается проблемного письменного высказывания, то в этом году у нас справилось 49%. Ну, как бы, мне кажется, даже такой результат на протяжении 3 лет мы не наблюдали. В прошлом году он составлял 57%. К сожалению, вот по письму, в письменной части, в разделе «Письмо», наши дети показали не очень хороший результат. Что хочется отметить? Татьяна Дмитриевна очень подробно остановилась на содержательных разделах, что должны уметь, как готовить учеников для того, чтобы они успешно сдали экзамен. Я просто пробегусь, потому что будет у нас потом прикреплен документ здесь, где вы сможете прочитать очень подробный отчет, очень подробный анализ по каждому виду деятельности, по каждому абсолютно заданию, где будут приведены задания, которые были в этом году в экзамене, и где будут также отмечены, какие типичные ошибки допустили ребята. Это все можно будет прочитать. Я просто вот то, что особенно волнует, хочу сегодня еще раз подчеркнуть. Вот если мы возьмем письмо личного характера, да, задание номер 39. Первый критерий – это решение коммуникативной задачи. Татьяна Дмитриевна уже говорила, нужно научить детей, чтобы они давали полные и точные ответы.
Вот казалось бы, может быть, кто-то из вас сейчас возмутится, но когда стоит вопрос в письме-стимуле «Welche Bücher liest ihr gern?», а выпускник пишет «Ich lese Krimis gern», это не будет считаться полным или точным, не будет считаться точным ответом, потому что спросили, какие книги вы любите читать, а не ты любишь читать. И поэтому предполагается ответ «Wir lesen das und das». Ну, это я взяла пример из письма, где тема была обсуждение стихотворений на уроке литературы. Что касается полных ответов, иногда вопрос звучит в письме-стимуле, ну, как бы два вопросительных слова там стоят. Вот как здесь, например, «Wo und warum verbringst du deine Ferien besonders gern?» Поэтому нельзя упустить один из этих вопросительных слов. Тогда ответ тоже будет считаться неполным, и выпускник, ну, эксперт, не поставит ему, скажем так, полный плюс. Хочется вот еще что сказать. Ребят нужно научить. Нельзя давать ответ «я не знаю». Вот я не знаю, и все. Иногда ребята говорят: откуда я там знаю? Какая у нас там в регионе ситуация с защитой окружающего мира? Тут ученик, выпускник получит полный минус. Нельзя такие ответы давать. Пусть не дают, научите. Ну, более мягко, скажем так, пройдет, если он скажет: я не знаю, где лучше проводить летние каникулы, или я не знаю, что, я не знаю, куда. То есть какое-то будет продолжение у него. Ну, тоже не будет это полным ответом. Но если он скажет: я не знаю, где лучше всего проводить северянину, например, летние каникулы, но я предполагаю, что наиболее выгодная по цене – это Турция или что-нибудь такое, это мы будем считать уже полным ответом. То есть вот на такие вещи, казалось бы, какие-то вот заковыки, иногда учителя говорят: да ну, какие-то глупости придумывать. Ну вот это принципиально важно. Тоже немножечко стало проблемным при проверке, вот мы выяснили, нужно научить правильно детей правильно задавать вопросы другу. Казалось бы, ну что такого? Задай 3 вопроса, и пошло. Некоторые дети все для меня ученики, выпускники, некоторые дети связывают вопросы тематически, вопросы, которые он должен задать своему другу, тематически связывают с вопросами, на которые он отвечал. Например, ему задавали вопросы по уроку литературы, а ответить нужно, задать нужно вопросы совершенно по другой теме. На что нужно здесь обращать внимание? Нужно нам научить обязательно наших ребят задавать вопросы к субъекту, правильно задавать. То есть, например, если сказали: перед тобой стоит задача, сформулируй 3 вопроса к посещению зоопарка. Formuliere 3 Fragen zu Ingos Besuch im Zoo. И если ребенок задает такой вопрос: welche Tiere hast du gesehen? Нам ведь непонятно, где он видел животных. У нас конкретно стоит задача посещения зоопарка. Поэтому правильно: welche Tiere habt ihr im Zoo gesehen? Oder zum Beispiel: wie oft besucht ihr den Zoo? Были даже вот такие вопросы, мы наблюдали, как welche Gefühle habt ihr dort? Вот подумайте, коллеги, ну совершенно не знаешь, куда присоединить этот вопрос. Где там? Какие чувства у тебя там?
что ребенок имел в виду, когда задавал такой вопрос. Вообще, как бы вот, не знаю, что-то вспомнил. Теперь очень внимательно обращаю ваше внимание на соблюдение временной формы. Если стоит уже в письме стимуле «Am Wochenende war ich mit Freunden im Zoo», конечно же, он уже был. Поэтому не надо спрашивать, когда ты поедешь в зоопарк, когда ты будешь его посещать. Или, ну, не знаю, что-то еще, что только еще предстоит вашему другу по переписке сделать. Вот это тоже важный такой моментик. Теперь тоже вот только на одном кусочке хочу остановиться при выполнении задания, 40-го задания. Это сочинение с элементами рассуждения, да, мое мнение. Вступление. Мы детей должны научить, что не надо тут что-то сильно придумывать. Можно даже по-русски с детьми потренировать, на русском языке, пока вот они окунутся в это. Что такое перефразировать? Дети ведь иногда даже не понимают, что это такое. То есть дана нам тема, и мы рассуждаем, как каждое слово в этой теме можно заменить синонимом, каким-то антонимом, наоборот, можно пойти от противного, или использовать принцип толкования, или изменить грамматическую структуру предложения. Но при этом смысл данной темы, данного утверждения изменяться не должен. То есть мы должны сохранить себя в рамках темы, которую нам дали. Задача у нас такая, задание нам такое дали. Теперь для перефразирования вот тоже какой-то вот такой маленький, что ли, нюансик. Хотя бы 2 слова нужно перефразировать, изменить. Нельзя только одно. Например, изменить на ман, существительное, подлежащее, которое там было. Да? Нельзя также просто взять и переписать. Многие считают, что и повторить потом вот эту тему высказывания. Так тоже нельзя делать. Вот говорю сейчас пока, что запретно. Да? Там уже потренироваться, я думаю, вы сможете научить детей, как изменить ту фразу, ту установку, которую нам дали для сочинения. Ну и второй момент, который в выступлении важен, должен быть сохранен дискуссионный характер. Он может быть показан развернуто, может быть дан свернуто, скажем так. То есть es gibt verschiedene Meinungen dazu. Einige Menschen sind mit dieser Meinung nicht einverstanden, oder einige stimmen nicht zu. То есть что-то должно показать полемику. На чем еще хотела бы остановиться сегодня? Значит, если ребенок четко знает, что касается письма личного характера, что касается сочинения, вот в письменной части, ребенок четко знает структуру своего произведения, скажем так, да, четко видит абзацы. Вот по письму у него, может быть, даже схематически рисовать, пока не заполняя ни лексическим, ни каким-то материалом, ни грамматическим, ничем не наполняя, а четко вот коробка одна, здесь благодарность, ссылка, что касается письма, да, вот она вторая коробочка, здесь у нас даются ответы конкретные, вот у нас третья коробочка, скажем так, да, где у нас вопросы задаются другу по переписке, и вот у нас тык-тык-тык, заключения последние все пошли коротенькие, но причем, обращаю ваше внимание, что мы как-то вот в те года не обращали на это внимание, ссылка надежда на последующие контакты, она не может быть выражена одним предложением, да, иначе это не будет у нас, мы говорили раньше, ich warte auf deinen Brief oder schreib mir bald. И все, точка. На этом отдельно от такое предложение мы оставить не можем. Тогда что-то еще можно добавить. Ich hoffe, du schreibst mir bald, ich warte auf deinen Brief mit Ungeduld. Все, уже можно считать это как абзац. То есть вот как бы пробежались, да, ну и вверху еще правая сторона, левая сторона. Все вот это нужно, чтобы четко дети
понимали. Что касается сочинения, 5 таких коробочек. И каждая коробочка начинается с так называемых мостиков. Этому можно детей научить. Они могут это зазубрить уже. Я хочу задать тебе 3 вопроса. Или ты меня спрашиваешь о чем-то, я хочу ответить, это вот предыдущий был абзац, да, в письме личного характера. Или если мы возьмем сочинение, ну вот про первый абзац мы подробно поговорили. Дальше, что касается меня, то я считаю так-то. И начинаются аргументы, потому что и так дальше. То есть вот каким-то моментом мы детей можем научить. И вот уже что касается организации, тут, конечно, ребенок, идя на экзамен, должен четко ее представлять. Что касается устной части, какие я могу вам дать советы здесь? Так, мы поговорили или не поговорили? Я сейчас что-то уже забыла про цифры в устной части. Не говорили устную часть, да? Давайте тогда мы вернемся к слайду. Назад. Сейчас я покручу здесь. Так, вот оно. Вот оно, наше говорение. Значит, что касается говорения, у нас, ну, как бы результат, опять мы видим, что он ниже, нежели прошлогоднего. В прошлом году у нас было 65%, в этом году 57%. Как бы хорошо снизились в устной части. Но по чтению чуть-чуть, несколько мы улучшили свои результаты. И по... Опять-таки, задание высокого уровня, задание номер 44, показали результат чуть-чуть выше наши выпускники. Небольшое снижение произошло в 42-м и 43-м заданиях у наших выпускников. Что хочу здесь сказать? Ну вот эту картинку посмотрели цифровую, и какие у меня есть... Опять-таки, совершенно коротенькие такие рекомендации. И опять-таки напоминаю, что все очень подробно, очень-очень подробно, со всей выверкой вот прямо всех результатов этого года вы прочитаете в анализе, в документе. Что касается чтения вслух. Казалось бы, дети у нас всегда говорят, фу, что это я там не прочитаю, да? Казалось бы, очень легко можно прочитать. Текстик небольшой, времени, кстати, бояться не надо, что ученик, выпускник не уложится по времени. Времени достаточно, чтобы он прочитал. Что нам нужно с вами тренировать? К сожалению великому, цифры дети наши не умеют читать. Даты тоже не умеют читать дети, здесь делают ошибки. Сложные слова, прямо вот нужно отрабатывать. Слова, которые состоят из 2 слов, из 3 слов. Вот это словообразование, нужно обращать внимание. Вот этому научим уже, мне кажется, 80% успеха. Потом там, ну что-то мы не можем предвидеть. Но вот это нужно четко знать. Я уже не говорю там про соблюдение интонации и так далее. Но вот грех делать ошибки в таких вот моментах. Что особенно режет, вот сейчас останавливаюсь. Что касается условного диалога расспроса, это уже 42-е задание. Здесь за что нам по носу дадут, скажем так, эксперты. Правильная грамматическая форма вопроса должна быть. Правильно нужно выбрать вопросительное слово. Особенно в таких вопросах, как «сколько стоит?», «когда открывается?». Вот здесь у нас прямо беда. Нужно посмотреть, выбрать. Просто есть несколько вариантов, и дети, когда мы им даем 1, 2, 3 вариант, они начинают путаться. Научите одному варианту, пусть он это запомнит. Раз он идет на экзамен, пусть он вот так готовится. И накажут нас, если мы не будем, вернее, соблюдать порядок слов предложения в нашем вопросе. Вопрос должен иметь прямую форму, скажем так, да, то есть не надо никому обращаться, не надо, экивоки никакие тут нам не нужны, этикетного характера. Прямой вопрос
то есть посыл для того, чтобы для себя уточнить, выяснить какую-то информацию. Причем нам даются какие-то определенные стимулы. Но это тоже вы сможете в документе увидеть. Следующие два задания 43 и 44. Значит, 43-е задание – это описание фотографии, и 44-е – сравнить нужно две фотографии. Там тоже есть свои особенности. Хочу только что сказать, на чем тоже, вот казалось бы, такая, ну вот мелочь, но дети теряют свои баллы, свои пункты, отсутствие вступительной и заключительной фразы. Иногда учителя говорят, вот на семинарах, когда разговариваешь, говорят, ну нигде же не написано, когда ребенок видит задание, там же не написано «начни со вступительной и закончи заключительной фразой». Вот как бы монологическое высказывание, оно любое предполагает уже начинать свое высказывание со вступления. И вот мы же говорим при письме, да, есть вступление. Заключи, сделай заключительную часть, сделай вывод, есть заключительная часть. Здесь также в монологическом высказывании тоже обязательно вот это должно быть. Ну и здесь тоже можно подготовить какие-то речевые клише, можно детей подготовить, научить при сравнении. Если на первой фотографии вот это, то на другой вот это. В сравнении от первой фотографии на второй фотографии происходит то-то. То есть вот таким фразам я прикладываю к своему отчету, они есть, это тоже можно будет увидеть все. Ну, вот такой вывод, вот сюда его вынесла. Значит, ну, в общем и целом, наверное, можно порадоваться результатам наших выпускников, сдавших экзамен по немецкому языку. В основном результаты высокие, усвоены такие элементы содержания, как понимание основного содержания и запрашиваемой информации, а также полное понимание текстов как по аудированию, так и по чтению. Усвоены также грамматические и лексико-грамматические навыки в разделе «Грамматика и лексика», написание письма личного характера, чтение текста вслух, умение вести диалог-расспрос. Дальше мы посмотрим. За что мы себя должны пожурить, где мы, что нам нужно еще, над чем нужно поработать. Поработать надо над письменным высказыванием, научить детей правильно писать сочинения с элементами рассуждения по предложенной проблеме. Также связано тематическое монологическое высказывание с использованием основных коммуникативных типов речи и связано тематическое монологическое высказывание, передача основного содержания увиденного с выражением своего отношения и также оценки и аргументации. Вот здесь нам нужно приложить еще усилия и над этим поработать. Ну, всем нам, засучив рукава, желаю дружно хорошо работать. Вот. Когда хороший результат, тогда хочется его еще улучшать. Когда видишь, что что-то еще не получилось, тем более хочется исправлять и идти выше и выше. Поэтому успехов всем нам, уважаемые коллеги. Спасибо за внимание. Спасибо Ольге Юрьевне за такой анализ тех результатов, которые представили ученики, выпускники по немецкому языку. И я передаю слово Наталье Владимировне Чупровой, председателю ЕГЭ по английскому языку. И я прошу, вот в чате у нас нет активности, молодцы, что вы друг друга приветствуете, очень рады, что у нас присоединяются постепенно. И вы, пожалуйста, задавайте вопросы в течение выступлений, да, мы постараемся на них на всех ответить. Пожалуйста, Наталья Владимировна, слово.
Добрый день, уважаемые коллеги! Поговорим сейчас мы с вами о результатах ЕГЭ по английскому языку в 2020 году. В 2020 году, несмотря на всю всеобщую ситуацию, ЕГЭ по английскому языку прошло в нормальном стандартном режиме. Как мы видим, общее количество участников в целом не изменилось, осталось примерно таким же, как и за последние 3 года. Что касается результатов, тоже результаты в целом неплохие. Необходимо отметить, что участники ЕГЭ по английскому языку в Республике Коми в целом хорошо справились с предложенными заданиями на экзамене. Здесь мы видим общее количество людей, которые получили высокие баллы, средние баллы. И мы видим, что средний балл в 2020 году чуть ниже, чем в 2019, но в целом достаточно тоже высокий. Как мы знаем, в ЕГЭ по английскому языку проверяются все наши умения, аудирования, чтения, говорения, письма, и также навыки грамматические, лексические, произносительные, навыки чтения, навыки письма. Мы знаем, что у нас 5 разделов в ЕГЭ. За каждый раздел можно получить по 20 баллов, итого можно получить 100 баллов. Сейчас чуть поподробнее остановимся на тех типичных ошибках, которые были выявлены у учащихся при выполнении разделов в ЕГЭ в 2020 году. Первый раздел аудирования. В целом средний процент данного раздела немножко ухудшился по сравнению с 2019 годом. Необходимо отметить, что в 2020 году задания базового уровня были выполнены хуже, чем остальных заданий. Наверное, можно здесь предположить причину такую, что в некоторых высказываниях были очень близкие темы, близкие утверждения. Например, в нескольких высказываниях были упомянуты как стрессы, так и шоколад. И, возможно, участники ЕГЭ не смогли уловить ключевые моменты, которыми отличаются эти высказывания. Также хочется отметить, что из заданий высокого уровня сложным стало для многих участников ЕГЭ задание, где в качестве вариантов ответов были даны прилагательные, которые мы видим на слайде. Возможно, участники ЕГЭ не смогли уловить соответствие высказывания с конкретным прилагательным, и поэтому получились такие не очень высокие баллы вот именно по этим каким-то конкретным заданиям. Но в целом хочется сказать, что с аудированием наши учащиеся справились. Раздел второй – это чтение, и тоже максимально можно получить 20 баллов. Здесь, наверное, нужно отметить тот момент, что, конечно же, с разделом чтения в целом учащиеся ЕГЭ лучше справились, чем с разделом аудирования. Средний процент самого выполнения остался на том же уровне, что и в 2019 году. И опять же, задания базового уровня были выполнены хуже остальных заданий. Что касается заданий высокого уровня, сложными были те задания, в которых присутствовало слово, как мы видим опять же на слайде, not или false. Скорее всего, участники ЕГЭ, может, не обратили внимания, хотя эти слова написаны заглавными буквами. Или, возможно, так как в самом утверждении есть отрицание, и при выполнении задания где-то вот произошел небольшой сбой с отрицанием, с положительной какой-то формой и так далее. И достаточно плохо справились с заданиями, это опять же из аудирования из чтения, третьего, где задание высокого уровня, там, где присутствовало слово discriminate. Возможно, может быть, не совсем поняли, либо не поняли в контексте это слово. И, как уже сказала, в чтении лучше справились с заданиями базового повышенного уровня, и хуже с заданиями высокого уровня по сравнению, если мы сравним с аудированием. Следующий раздел – это у нас лексика, грамматика. Необходимо отметить, что здесь у нас также 3 задания, и
в 2020 году последнее задание 32-38, они стали заданиями высокого уровня. До 2020 года они были заданиями повышенного уровня. И в целом с этими заданиями справились участники ЕГЭ хуже. Да? Наверное, потому что задания стали высокого уровня и более высокие требования к ним предъявились. Здесь мы видим на слайде тот грамматический материал и лексические словообразовательные элементы, которые были использованы в том варианте ЕГЭ, который был использован в Республике Коми. И мы видим, что базовый уровень, вся та грамматика, которая изучается на базовом уровне, и словообразовательные элементы тоже все те, которые изучаются на базовом уровне. Отметим, что в заданиях 19-25, где у нас проверяется сформированность грамматических навыков, были ошибки в согласовании времен, в страдательном залоге. А в заданиях 26-31 это проверяются у нас лексико-грамматические навыки. И вот здесь слова, в которых нужно было преобразовать, получить вот эти лексические единицы, как really, popularity, вот эти слова оказались самыми сложными. Не забываем, конечно, что здесь также учитывается и орфография, поэтому, может быть, сложность была в плане орфографии. Так как эти задания проверяются у нас при помощи компьютера, это у нас задание с кратким ответом, поэтому здесь могу только сказать, что было сложно. Что касается заданий высокого уровня, задания 32-38, также на слайде у меня представлены все варианты лексических единиц, которые были использованы в этих заданиях. И как раз вот значение этих лексических единиц было достаточно сложным для детей, или так как они все что-то где-то имеют общее, и, наверное, не всегда смогли правильно уловить, какое конкретно слово будет подходить в том или ином предложении. Как уже сказала, эти три раздела, раздел аудирования, чтение, лексика, грамматика, это у нас разделы с кратким ответом, поэтому здесь могу проанализировать достаточно кратко, и более подробно поговорим о разделах письмо и говорение, так как это у нас разделы с развернутыми ответами. Раздел «Письмо». Здесь у нас два задания. Задание 39 и задание 40. Суть задания в 39-м задании в том, что необходимо учащимся написать личное письмо в соответствии с коммуникативной задачей, которая поставлена в задании. То есть им необходимо показать, что они могут давать развернутое сообщение, могут запрашивать информацию, использовать правильные языковые средства, соблюдать нормы общения и соблюдать формат неофициального письма. Данное задание, данное письмо оценивается по 3 критериям: решение коммуникативной задачи, организация текста и языковое оформление. Максимально можно получить 6 баллов. Каждый критерий оценивается максимально в 2 балла. При получении экзаменуемым 0 баллов по решению коммуникативной задачи, все задание оценивается в 0 баллов. Необходимо отметить, что типичными ошибками уже достаточно несколько лет, и вот в 2020 году тоже при выполнении данного задания по решению коммуникативной задачи у нас является это непонимание формата задания. Не всегда до сих пор есть дети, не все дети пишут именно письмо. Очень сложным является неумение представить полный, точный ответ на запрашиваемую информацию. Не пишут, что письмо получено не впервые, нет благодарности, нет надежды на будущие контакты. В этом году, в 2020 году, вернее уже в прошлом, получается, в 2020 году,
В письме учащимся необходимо было ответить на 3 вопроса. How do Russian teenagers earn their pocket money? What part-time jobs are popular among them? In which sphere would you like to try your hand and why? И как раз вот эти неполные, неточные ответы, которые были предложены учащимся, привели к тому, что не все могли получить максимальный балл за решение коммуникативной задачи. Но примерами хочется отметить, например, вопрос How do Russian teenagers earn their pocket money? Необходимо было написать «как», очень часто, то есть достаточно было много работ, где писали просто, что они получают от родителей деньги. Тут нужно было хотя бы написать «получают от родителей, потому что, не знаю, хорошо учатся, потому что помогают потом», не знаю, какие-то варианты разные можно было, да, но вопрос ключевой «how», «как», и поэтому только что, откуда они получают, это не совсем точный ответ. А во втором вопросе писали о самой популярной работе, что тоже приводит нас к тому моменту, что это не совсем точный ответ, потому что все же спрашивается, какие популярные. И самым таким явным примером вот этого неточного, неполного ответа является ответ на 3-й вопрос, где у нас присутствуют две части, да, то есть где бы ты хотел попробовать себя и почему. И вот очень многие участники ЕГЭ не давали ответа на вот этот вопрос «почему?». И поэтому вот эти вот такие основные моменты, да, то есть эти неполные ответы, они у нас приводят к тому, что максимальный балл не получают, то есть не все дети получают максимальный балл. Следующим аспектом в этом критерии решения коммуникативной задачи нужно было задать вопросы, и вопросы нужно было задать о книге, которую начал читать друг по переписке. И здесь вы также видите вопросы, которые были заданы. Конечно же, все эти вопросы, то есть do you like French, is French easy и так далее, то есть они не относятся к вопросам о книге. Поэтому это тоже было такой типичной ошибкой. Также хочется сказать, по решению коммуникативной задачи были такие ошибки, что, например, не все пишут, что письмо получено не впервые. Хочу обратить ваше внимание на то, что если для того, чтобы показать, что письмо получено не впервые, участник ЕГЭ должен обязательно написать «снова рад получить твое письмо», как всегда или как обычно, очень обрадовался и так далее. То есть, когда они пишут, что спасибо за твое последнее письмо, это не указывает, что письмо получено не впервые. А у нас же коммуникативная задача такая, что мы пишем письмо другу по переписке, то есть это уже друг, мы уже не в первый раз от него получаем письмо, и вот на это, конечно же, прошу обратить ваше внимание, чтобы участники ЕГЭ тоже на это обращали внимание. По второму критерию организация текста тоже мы видим эти ошибки, которые были типичные ошибки, они указаны на слайде. Это вот не всегда пишут правильно адрес. До сих пор есть участники, которые пишут сначала страну, потом город, хотя мы знаем, что необходимо наоборот. Да? Сначала город, потом страна. То есть идем от меньшего к большему. Были адреса, где не было указано, например, страны. Не все пишут дату, или некоторые пишут дату частично, то есть, например, только то есть неполная дата без года, да, что тоже неверно. Подпись, завершающая фраза, и так далее. То есть вот эти вот ошибки по организации текста, которые встречаются. Наверное, обращу ваше внимание на логические ошибки. И вот здесь у меня, например, вот один из примеров такой типичной логической ошибки. Thanks for your letter. I'm so happy to get it again. Получается, что логическая ошибка здесь в том, что получается по этому письму ученик получает одно и то же письмо уже, не знаю, в который раз, да, снова и снова получает это же самое письмо, да, поэтому вот это такая очень типичная ошибка, которая относится как раз к нашим реферируемым словам. Тоже, пожалуйста, обратите на это внимание.
были в 2020 году также, ну, как и в прошлые года, где, например, не было совершенно адреса, нет даты, подпись, например, и завершающая фраза на одной строчке и так далее. То есть письмо достаточно уже, то есть письма личного характера достаточно давно уже пишем, поэтому, конечно же, эта структура нам всем известна, вот, но, к сожалению, встречаются, да, такие участники, которые на это не обращают внимания. Третьим критерием задания 39 было языковое оформление, и чуть позже, когда буду говорить о задании 40, о языковом оформлении, там вот эти типичные ошибки тоже там же объясню, потому что они достаточно повторяются. А второе задание из раздела «Письмо» – это задание 40, задание высокого уровня. Здесь необходимо учащимся написать письменное высказывание с элементами рассуждения «Мое мнение», в котором они должны уметь показывать, высказывать свою точку зрения, противоположную точку зрения, приводить аргументы, контраргументы, доказательства, делать выводы. Данное задание оценивается по 5 критериям: решение коммуникативной задачи, организация текста, лексическая грамотность, грамматическая правильность речи и правильность орфографии и пунктуации. Первые 4 критерия оцениваются в 3 балла максимально, а 5-й критерий максимально можно получить 2 балла, и итого в целом за это задание можно получить 14. Ну и мы помним также, что 14 за 40, 6 за 39, и тоже общее количество баллов за раздел письма у нас может быть 20 максимальное. Типичными ошибками при выполнении задания 40 явились такие моменты по решению коммуникативной задачи, что многие участники не указывают четко свою точку зрения. Так как у нас это задание письменное высказывание, которое так и называется «Мое мнение», поэтому, конечно же, участники ЕГЭ должны очень четко высказывать свою точку зрения, да, то есть «я считаю», «по моему мнению», ну, и так далее. Типичным явился и тот момент, что в 3-м абзаце, где по плану они должны указывать противоположную точку зрения, они писали, что есть точка зрения, но они не указывали, какая. И получается, аспект тоже частично выполненный, потому что мы должны четко привести противоположную точку зрения. По письменному высказыванию мы должны понять, какая же противоположная точка зрения. Типичной ошибкой является тот момент, что в 4-м абзаце учащиеся не всегда отмечают, что они не согласны с противоположной точкой зрения, да, но приводят аргументы или наоборот. Пишут, что не согласны, но аргументы не приводят, либо они не соответствуют тем аргументам, которые даны в 3-м абзаце. У нас 3-й, 4-й абзацы в этом плане немножко связаны. Да? Получается, что контраргументы должны быть соединены с аргументами, которые были в 3-м абзаце в противоположной точке зрения. Типичной ошибкой является и написание заключения, так как многие участники пишут высказывания обобщающего характера, да, то есть не подтверждают свою точку зрения. Опять же, по плану у нас точно указано, что в 5-м абзаце в заключении необходимо подтвердить свою точку зрения. Да, у нас даже в плане написано «restate your position». Присутствовали также и стилистические ошибки. Стилистическим ошибкам этого стиля, нейтральный стиль у нас должен быть в письменном высказывании. У нас относятся 4 группы стилистических ошибок. Это стяженные формы, сниженная лексика, риторические вопросы и разговорные конструкции, например, let's. То есть это у нас 4 типа стилистических ошибок. И вот в 2020 году в основном это были стяженные формы, сниженная лексика и риторические вопросы. И также типичным, что в 39-м, что в 40-м задании у нас было несоблюдение объема.
То есть у нас и там по обоим заданиям встречались работы с большим перебором слов, да? То есть, например, 40-е задание, мы знаем, что у нас объем 200-250 слов, у нас были работы в 313 слов, допустим, что говорит о том, что от начала отсчитывается 250, отсекается все остальное, ну и понятно, что очень многое не попадает. То же самое было и были заданиями и в 39-м задании, когда писали письмо личного характера. В 2020 году, в 40-м задании, у нас были даны следующие высказывания, они видны на слайде. Мы знаем, что сейчас у нас дается 2 высказывания, ученик выбирает какое-то одно и пишет по нему. Что здесь конкретно по этим высказываниям хочется сказать? Вот по первой теме «Literature is the most important school subject». Сложностью явилось то, что не все смогли перефразировать. Очень многие, скажем так, заменили только одно какое-то слово. Мы знаем, что одно слово – это не перефраз, а здесь для того, чтобы получить полный аспект именно во вступлении, необходимо перефразировать и указать проблемный характер. Вот здесь вроде бы с проблемным характером именно в этом утверждении особо трудностей не было, но перефразирование оказалось достаточно сложным. И следующим моментом было то, что не смогли найти достаточно аргументов для доказательства своего мнения противоположного. Поэтому многие повторяли, то есть писали об одном и том же, одни и те же аргументы приводили. Вторая тема, to be healthy, it is enough to eat healthy food, тоже у нас явилась достаточно сложной для перефразирования. Многие вот именно в этой теме, например, они только добавляли слова. Some people think that to be healthy, it is enough to eat healthy food, что не является также у нас перефразированием. Или меняли местами части предложения. Здесь вот в этом конкретном утверждении это тоже не будет являться перефразированием. По организации текста уже, наверное, такая типичная ошибка, не только в 2020, но и в 2020 году они опять же повторились. Это не всегда используют средства логической связи, или их неправильно используют, особенно такие как nevertheless, however, moreover, такими же к ним также относятся. И были работы, где в качестве средств логической связи использовались только базовые, of course, that is why, because, что не является средствами логической связи для высокого уровня, то есть для выполнения задания высокого уровня. Поэтому, конечно же, их не хватало, и поэтому по организации текста тоже баллы были немножко снижены. Хочется отметить, что в 2020 году по-прежнему встречались такие рассуждения, которые были написаны в формате «за» и «против». Уже несколько лет у нас действует формат из письменного высказывания с элементами рассуждения «моё мнение», поэтому, конечно же, от вот этих аргументов «за» и «против» необходимо отходить, то есть уже уйти достаточно далеко, потому что такие высказывания, они могут привести к нулю за критерий решения коммуникативной задачи. А если за решение коммуникативной задачи 0, то значит также везде будет 0. Еще раз напоминаю, 40-е задание, у нас задание письменное высказывание с элементами рассуждения «моё мнение». Были ошибки и в логическом построении. Иногда перескакивали с одной мысли на другую. Это было при приведении своей точки зрения, противоположной точки зрения и при приведении аргументов. Иногда приводили аргументы, которые относились не к той точке зрения, которая выражена, например, а к противоположной. То есть такие ошибки тоже были. И также были ошибки при делении на абзацы, потому что особенно это касается вступления, заключения, когда писали только одно предложение. А если, например,
одно предложение, то есть по введении либо в заключении существует только одно предложение, вполне возможно, что по решению коммуникативной задачи там может быть и все будет правильно, особенно если, наверное, это в заключении можно сказать. Но там будет ошибка при делении на абзаца. У нас абзац не может состоять из одного предложения, поэтому на это тоже необходимо обращать наше внимание. Следующий критерий, по которому оценивается данное задание, это лексика. Ну и вот здесь, в общем-то, те лексические ошибки, которые у нас встречались, которые есть не только в 40-м задании, но и в 39-м задании тоже. То есть мы видим это, во-первых, повтор лексических единиц. Особенно это касается 40-го задания. У нас были работы, где, например, слово healthy встречалось в каждом абзаце по нескольку раз в абзаце, там несколько раз в одном предложении. Конечно же, это говорит о том, что учащиеся не могут использовать синонимы, антонимы, не могут использовать, объяснять, например, дефиницию использовать и так далее. Задание высокого уровня требует такие умения. Использовали неправильно фразовые глаголы, не всегда знают и правильно используют лексические единицы в контексте. Ну и так здесь тоже примеры даны, вы их можете увидеть, посмотреть. Не всегда знают лексические единицы, например, in our days, что nowadays, acts, actions, то есть это у нас разные слова. Необходимо также помнить, что, например, когда пропускается слово лексическое, others say, то есть это у нас тоже будет как лексическая ошибка. Ну и, конечно же, написание слов. Если орфография приводит к тому, что меняется значение слова, то это у нас является лексической ошибкой. Здесь вы такие примеры тоже видите. Что касается следующего критерия, 4-го, это грамматика. Ну и тут вы видите, опять же, наиболее многочисленные такие типичные ошибки, которые у нас встречались в 39-м и в 40-м заданиях. Это глагол связка to be, и пропускают, или наоборот где-то пишут, хотя его не должно быть. Артикли, несогласованность местоимения и существительного. This people, например, очень часто используется. People makes. Несоблюдение правильного порядка слов, в утвердительных, в отрицательных, вопросительных предложениях. Это относится к заданию 39, где нужно задать вопросы. И мы видим, что достаточно, то есть были такие работы, где присутствовал прямой порядок слов, хотя мы знаем, что в вопросах должен быть другой. То есть не знают, куда ставится вспомогательный глагол, где он должен быть. Иногда пишут вспомогательный глагол несколько раз. Модальные глаголы, частица to после модальных глаголов, и тут наоборот, там, где необходима частица to, например, want, like, не пишут. Видовременные формы глагола, третье лицо, единственное число в present simple, предлоги, неисчисляемые существительные, то есть knowledges, foods, например, у нас идет. Притяжательные местоимения. И здесь тоже хочется обратить внимание, что, например, притяжательное местоимение your, иногда не дописывает букву R, остается you, и это у нас грамматическая ошибка. Неличная форма глагола, и существительное прилагательного, то есть others subjects, например, была такая очень достаточно типичная ошибка в 2020 году, когда выбирали первую тему про школьный предмет литературу. Последний критерий, 5-й, это орфографические ошибки, пунктуация. Здесь хочется обратить внимание, что задание базового уровня 39, пунктуация учитывается только это точки в конце предложений, вопросительные знаки в конце вопросов. В 39-м задании могут быть какие-то восклицательные предложения, например, в начале письма, или в конце, write back soon, например, Обращали внимание на запятые между однородными членами предложения и на те знаки препинания, которые встречаются в формате личное письмо.
Что касается 40-го задания, здесь обращали внимание на пунктуацию, это отсутствие знаков препинания при использовании средств логической связи между однородными членами предложения, ну и точки в конце предложений. Но здесь вы видите как раз вот те типичные ошибки, то есть это не всегда ставятся запятые между однородными членами предложения, нет знаков препинания при использовании средств логической связи, ну и у многих нет вопросительного знака в конце вопроса. Также у меня здесь представлены те орфографические ошибки, которые многие учащиеся совершили. Это в таких словах, как especially, significant, essential и так далее. Cannot до сих пор многие пишут раздельно, хотя в английском языке это единственный модальный глагол, который с частицей not пишется слитно. И также в 2020 году были орфографические ошибки, которые явились результатом произносительных ошибок. Да? То есть, например, вместо звука «ц» межзубного говорят звук «ф» и пишут также, да, «thirdly». Или вместо «в» губно-губного, там у нас идет звук «в» губнозубной, то вот и видите, опять же, вот такие вот примеры, да, «without», например. То есть вот такие орфографические ошибки у нас тоже достаточно много было совершено обучающимися. Следующий раздел – это раздел говорения. И в разделе говорения тоже это у нас задание с развернутым ответом. 4 задания в этом разделе. Задание 1 – это чтение вслух. То есть мы проверяем, насколько у нас учащиеся понимают содержание читаемого и насколько они правильно могут оформить фонетическую сторону речи. На этом слайде представлены те моменты, те навыки, которые должны продемонстрировать обучающиеся, на которые мы обращаем внимание. Что касается типичных ошибок в 2020 году, мы здесь видим вот это те слова, которые учащиеся не смогли правильно прочитать, были ошибки в постановке ударений, да? Словосочетание times change, у нас были такие ошибки, ну и также ошибки при чтении порядковых числительных, ну и числительных в целом, ну и также даты. Типичная ошибка – не дочитывают окончания слов, либо вставляют окончания, которых нет, делают неоправданные паузы, вставляют артикли, предлоги. Второе задание – это условный диалог-расспрос. Необходимо задать 5 прямых вопросов в соответствии с коммуникативной задачей. Здесь типичными у нас были такие ошибки. У меня здесь на этом слайде, на следующих нескольких слайдах будут показаны те опции, которые были представлены в ЕГЭ 2020 года. И вот какие были вопросы, которые являлись ошибочными, да, то есть не были засчитаны. Например, в опции location это первый был вопрос, и до сих пор есть ученики, которые задают where is it located, it. Коммуникативная задача не выполняется, то есть мы не знаем, о чем идет речь. Поэтому, конечно же, в первом вопросе обязательно должно быть, например, where is the driving school located. Да? Также вы видите вопросы на ошибки на порядок слов, ошибки на то, что пропускают артикли. Вот, например, в опции minimum age for students, what is minimum age? Вопрос у нас не засчитывается, потому что это вопрос такого философского характера, да, то есть объясните, что такое возраст, да, возрастной ценз какой-то, вот. А здесь, конечно же, нужно было спросить, то есть, когда или с какого возраста можно обучаться в этой школе и так далее. Такого же плана ошибка была с словом tuition fee, тоже у нас вопрос how much is tuition fee является вопросом философского характера, не является вопросом именно про ту конкретную школу, которая у нас была. Многие слово tuition неправильно произносили. Ну и дальше types of cars used, тоже мы видим, да, у нас
what types of used cars do you provide, что не подходило, потому что у нас то есть тут не совсем поняли used cars, да, то есть у нас вопрос был, какие типы машин используются, да, и тут вот получается, что не все, то есть те примеры, которые здесь у меня указаны, они не все соответствуют коммуникативной задаче, ну или они не соответствуют, неправильно сформированы грамматически. Ну и также у нас был другой вариант, ну и вот такого же плана ошибки, как, в общем-то, и в предыдущем, да, то есть в опции membership fee такие же, как и в tuition fee, location, да, также minimum age, также, ну и были, например, в опциях activities и competitions, ну вот задавали неправильные вопросы, то есть с неправильным порядком слов, да, то есть что тоже привело к ошибкам. Так, ну и хочется сказать, что до сих пор, то есть у нас вот есть такие моменты, когда не всегда понимают опции opening hours, там где-то у нас было available sizes, например, да, то есть не все опции учащиеся понимают. Так, используют глагол to be, например, да, дважды в вопросе, ну и так далее. То есть вот такие вот эти ошибки, которые здесь представлены. Третье задание ЕГЭ в разделе говорения – это у нас монолог. Задание относится к базовому уровню. Необходимо описать, то есть выбрать одну из фотографий и описать фотографию другу. И коммуникативная задача заключается в том, что необходимо объяснить, почему решили показать эту фотографию другу. Здесь у меня представлен план, который также нам всем известен. И задание четвертое тоже задание монологического характера, относится к высокому уровню, поэтому некоторые ошибки, особенно, например, в организации текста, ну и в решении коммуникативной задачи, они совпадают, поэтому буду говорить отдельно и вместе тоже. В четвертом задании необходимо же сравнить и сопоставить две фотографии, да? То есть необходимо описать фотографии, найти общие различия. Так, здесь у нас план, который мы видим, да? Что необходимо делать. В 2020 году у нас в третьем задании были предложены фотографии, которые были объединены темами «Свободное время», «Хобби», «Отдых». Но в четвертом задании это вот были вопросы про типы каникул, да, отдых, то есть там были путешествия по городам, отдых на природе у костра. По решению коммуникативной задачи задание 3. Ну, типичной ошибкой является то, что не дают полное точное раскрытие всех аспектов. То есть, например, где, когда сделана фотография, раскрывает только один пункт плана. Или там, где в пункте «что», «кто» на фотографии, ограничивается только одной фразой. Здесь вы видите, не знаю, женщину, и сразу переходят, начинают к следующему пункту плана, начинают говорить, что происходит. И тогда, конечно, второй пункт тоже является неполным. Хочется сказать, что типичным моментом, который мы отмечаем, является то, что не умеют описывать действия. В третьем пункте, где нужно говорить, что происходит на фотографии, очень часто говорят о погоде, об одежде, что не является действиями. Да? То есть это то, что эти фразы не относятся к описанию, но не к действиям. Использовались заученные фразы, здесь на слайде они у меня указаны, и которые не указывают на то, что ученик описывает конкретную фотографию. Да? И это является ошибкой, потому что наша задача, мы должны показать, что они умеют спонтанно высказываться практически спонтанно, да, высказываться по конкретной фотографии. Да, конечно, есть какие-то фразы, клише, которые мы с ними изучаем, но они должны уметь выбрать правильную фразу. Важный момент, чтобы в третьем и в четвертом задании учащиеся использовали детали картинки. Да? Они вообще в целом храню, потому что я все фотографии храню. Да? То есть нам нужно конкретно, почему именно эту фотографию я храню у себя в альбоме. По организации текста это также логические ошибки, не используют средства логической связи,
и отсутствуют вступительные и заключительные фразы. И также зачастую встречаются такие ошибки, как большие паузы там, в несколько секунд, бывает в секунд в 10, например, да, что нарушает целостность монологического высказывания. Следовательно, по второму критерию организация текста тоже максимальный балл нельзя получить. По четвертому заданию, по решению коммуникативной задачи, хочется отметить тот момент, что очень многие участники ЕГЭ дают достаточно подробный ответ на первый пункт плана, и поэтому у них нет времени на то, чтобы хорошо дальше ответить на следующие пункты плана, ну или они повторяют свои идеи, что тоже приводит к тому, что следующие аспекты являются неполными. Дальше у нас в 2020 году в четвертом задании, в четвертом аспекте, где нужно рассказать о своих предпочтениях, было you prefer, многие говорили I'd prefer. Это говорит о том, что участники не понимают коммуникативную задачу, да, и вследствие того, что вот происходит такая ошибка, вот этот полный аспект, четвертый, он является отрицательным, то есть он является невыполненным, да, вернее. Вот, поэтому необходимо, чтобы учащиеся обращали внимание на четвертый пункт плана, о каких предпочтениях они должны говорить. И, конечно же, в четвертом пункте плана указывается, о чем нужно говорить, то есть на основании чего надо сравнивать, сопоставлять эти фотографии. А зачастую участники ЕГЭ на это не обращают внимания и выделяют какие-то примитивные сходства. Да? То есть здесь 2 человека, здесь 3 человека, здесь там они, не знаю, в лесу, а здесь они не в лесу и так далее. Да? То есть необходимо учить, чтобы они обязательно прочитали четвертый пункт плана, потому что это задание четвертое, это у нас задание высокого уровня. А по организации текста ошибки такие же, как и в задании 3 в монологической монологическое высказывание. Что касается языковых ошибок, вот здесь мы тоже видим примеры. Это использование предлогов, множественное число, временные формы, глагол связка to be, да, также, то либо нету этого глагола связки, либо встречается несколько раз. Неправильное использование неопределенной конструкции there is, there are, очень типичная ошибка, особенно в третьем задании, когда описывают, кого мы видим, да, и всегда встречаются здесь такие ошибки. Притяжательное местоимение, согласование подлежащего и высказуемого, также лексические и фонетические ошибки. Также здесь, на этих слайдах у меня представлены ошибки. Пожалуйста, обратите на них внимание для того, чтобы как-то с обучающимися, то есть обратите также внимание обучающихся, да, на это. И в целом, да, хочется сказать, что все эти задания 4 и 3, они оцениваются по 3 критериям. Да? Критерии одинаковые, то есть решение коммуникативной задачи, организация текста и языковое оформление. И за оба задания можно получить по 7 баллов. Поэтому тут я немножко их объединила в плане какие ошибки в целом типичные встречаются. И еще раз хочется напомнить, да, что когда мы говорим о говорении, о разделе говорения, вернее, да, получается, что, конечно же, здесь учитывается фонетика, то есть необходимо на это обращать внимание. И обращать внимание на то, что учащиеся не могут ничего, то есть они не записывают ничего. Поэтому, конечно же, им необходимо следовать, например, если мы говорим 3, 4 задание, следовать пунктам плана, потому что таким образом они ничего не забудут, они точно все скажут, они будут достаточно логично переходить от одного пункта к следующему. То есть на эти моменты хотелось бы обратить внимание. Спасибо за внимание. Дорогие друзья, я на сегодняшний день хочу сообщить, что повестку мы исчерпали. Продуктивной вам работы, успешных выпускников. И для того, чтобы успешно подготовить учеников к сдаче ЕГЭ, необходимо, я еще раз просто напомню, пользоваться материалами ФИПИ. Там есть все демоверсии, кодификаторы и так далее. Весь необходимый материал, методический,
для подготовки. Спасибо, до новых встреч, спасибо за внимание и всего вам доброго.